Доброе утро. Всем доброе утро. Доброе. У нас уже опять 8:30. На улице опять уже светло. Но сегодня уже прогресс. Сегодня встали пораньше. Практически на целый час. Уже успели позавтракать. Попили чайковского с трубочками. Уже заправили коня. Так что сегодня у нас день короткий. Думали, решали, куда ехать. Или сюда, возле деревни, попробовать хариуса. Или туда. В итоге порешали съездить, проверить комбайны, продольники. День короткий, 12 сегодня надо будет уже ехать на юбилей. Везет меня с рыбалки на юбилей. Прошлый год, не прошлый год, а этот же год весной, когда ко мне приезжал Серега, я тоже отлучался от рыбалки, чтобы отметить юбилей у брата, 55 лет было. Сегодня еду отмечать 55-летний юбилей у Сергея Варламова. Серега, привет, поздравляю, счастья, здоровья, долгих лет жизни. Сегодня мы отметим, славненько отметим. Но прежде чем отметить юбилей, получается, все-таки надо съездить проверить комбайны, палки и все такое. Завтра Андрюхе придется одному тут расхлебываться. Ну, посмотрим, если успеем, может быть, еще и подъеду. Так что встречаемся на реке. Погода сегодня у нас нормальная, главное, ветра нет. Легкий морозец, где-то градусов 15. Так что все нормально. Так, вот мы и на месте. Прекрасный рассвет. Солнце еще не поднялось, оно на горизонте. Вон только-только поднимается. Народ весь уже работает. Там Никита с батей. Там 3 снегохода тоже за живцами добрались до места. Лед замерз. Придется сегодня подолбить. Но сначала сделаем проверочку нашу. О! Видишь, как долбит? Радует? Ну, а ты не хотел ехать, ёшкин кот. Походу, да, вон как долбит, видно. Ты это возьми, копалку-то. Это вот мы ходим, да, и от нас оно это. Я же тебе говорю, он потом, когда начинаешь подходить, он начинает бояться. Ерепенится. Комбайны без прикормки, просто так. Андрюха насадил вчера на червей. И вот один-то точно уже сработал. То есть этот... Сейчас сыграем немного. Может, еще за время проверки. Да, конечно, обязательно. Есть какой-то рыб. Клюет, это уже хорошо. Блин, мне тоже, наверное, так можно вставные удочки поставить. Я взял штук десяток. Не замерзает, да, смотри, закопанный? Да, что, я же говорю, можно рыбачить. Ну что, погнали. Наших городских поближе к деревне. Ух ты, какие подачи. Тюкает, да? Геннадьевич, там, слышь? Не налим ли? Не знаю, за лед зацепился еще. За лед чем? Крючком? Наверное, сейчас дадим погулять. Ну, ёшкин кот. Вот, смотри, за лед. Не знаю, что зацепилось. Сейчас попробуем. Вот это плохо, надо здесь лунки немножко подискосок. А, ну да. Вот, смотри, зацепился и все. Надо веточку, рогатулечку, да, наверное? Вот она такое, не знаю. А вот так вот бурить надо. Да, подискосок надо. Вот, цепляется и все. Не могу понять, чем. А рыба дергает там, да? Рыба, да, сидит. Сейчас подождем. Может. Зацепилась. Так. Надо веточку какую-то, да. Сейчас попробуем. Блин, веточки-то такой нету я. Это не то. В принципе, вот это можно. Лишь бы не сошел.
зацепился, понял. Угу. Тащи, тащи. О, Изёк? еле зацепился. Еще есть, да, что-то? Нет, больше нет. Язь. Изёк. И слабо, да, зацепился? Вот Да, еле-еле. висел. Вообще на губе смотри висел. Мог бы уйти, но он не ушел. Если ясь пошел, значит, может, и на малявках что-то есть. Дай боги, знаешь, не знаю. Так что, может быть, еще не так все печально. Надеемся. Так, ну а здесь что? Ну-ка шевельну. Здесь походу ничего. Но там походу тоже, где вчера был хариус, вот вроде бы нагнуло. Здесь. Ну вчера Андрюха слышал звон бубенчиков, да? Да. Где-то. Я-то не слышал. Вот это нагнуло. Вчера здесь был хариус. Сегодня что-то... По крайней мере, так больше никто не бьет. Может, что-то и было. Так что оставляю Андрюху на комбайнах. А сам попробую я сейчас пробуриться. У меня десяток стальных удочек. Я сейчас поставлю дальше в ряд так. А потом уже приступлю к проверке своих палок. Тоже хочется на удочку попробовать. Потому что на рассвете может ударить хариус. Течение здесь сильное. Но у меня удочки со скользящим грузилом. Сейчас вот покажу свои удочки. Вот такие вот у меня. Все. Видел уже, как я весной рыбачу. Вот такая у меня нимфа. Крючок. Нимфа выше. И вот такое вот скользящее грузило. И таких вот всяких разных нимф у меня. Вот такая вот нимфочка здесь. Вот крючок. Сюда будет червячок. Здесь опарыш. Или можно просто так поиграть. В общем, попробуем. Поставим что-нибудь. А там видно будет. Все, погнали. Итак, в общем, пробовал поставить там. Пробурил лунки. Но очень сильное течение. Просто уносит груз. Поднимает ко льду. Поставил одну удочку возле берега. Вторую чуть дальше. Плюнул на эти пробуренные лунки. В общем, пробурил здесь. Думаю, здесь песочек, течение меньше. Да, чуть поменьше, но все равно оно есть. Поставил вот такие 3 пробные удочки. На нижнем крючке у меня червяк насажен на голый крючок. Сверху у меня нимфочка. Груз лежит почти на дне. Может быть, там немножко децл его поднимает. Это не критично. В общем, не знаю. Пока хватит. Пробные вот эти 3 удочки. Посмотрим, что покажут. Поклевок нет. В идеале было бы, конечно, поставить кормушку. Но с собой сейчас пока ничего не взяли. В общем, пойду помогать проверять Андрюхе, потому что сегодня надо это все делать быстро. Времени у нас очень мало. Одному это долго. Сейчас буру уберу сразу, пока, чтобы не забыли. В общем, посмотрим палки. Заодно потом проверим, что попалось, не попалось. Что-то тишина пока. Ну что, как, рыбак, дела? Все по старой? Да. Ни одной? Пока да. Живцы целые? Живцы на месте, да? Висят все, да? Да. Все на месте. Что-то там одного не было. Там что-то одного не было. Пару сдохших там, ну, поменял. Ну. Всё. Пока тихо, да? Пока тихо. Ясно. Пока работаем.
2 лунки готовы. Ну-ка, Андрюх, удиви народ. Поймай. Вытащи. Давай, попробуй, Геннадьевич. Вчера БН задобрили. Да. Что-то ему не понравилась самогонка, что ли, блин, а? Зараза такой. Натяжка есть, да? Тяжечка какая-то есть. Или мелкий тут. Там налимчик, наверное, сидит у нас. Ага. Налимчик сидит, ждет своей участи. Ну, он дождется по-любому. Вот ты видишь, запомни эту палку. Предпоследняя. Дай бог. Дай бог. Повторить. О, Как в тот раз. палка рога оленя. Рогатая палка. Так, ну что, вытащи сразу эту тогда. Вот тут тогда я подошел, пешню втыкаю, она проваливается по тонкому льду. Вот тут вот полня была. И дальше что, я не пошел туда. Пробуем. Тоже походу ничего, да? Нет, ничего нет. И живцов нету, видишь? Один есть, Двух нету. а 2 нету. Видишь, что-то же кто-то же кушает их, блин. Кто-то бьет, да? Хитрый рыб. Не теряем надежды. Видишь, пустой крючок. Второй пустой. Бродяга все сидит и сидит. Бродяга сидит. Налима не было, но вот с этих крупных пусть сидит. Я понял, посмотреть еще раз хочу его. Темно было тут раз просто. Монстр. Смотри, как он расшиперил, зато беззащитная реакция у него, атака, смотри. Ну да. Налим боится его. Налим его боится, бля. Красивый такой, да? Ну. А видишь, живцов нету с крупных. Кто-то... Ну вот это уже хорошо, что начали. Вчера-то проверяли, вообще целые были. В основном. Сегодня, смотри, все повыдергивали. А самих нет. Ну, крючки крупные для Азии, может быть. Да какой, если у него аппетит есть, сам же видел, на двойники херачит. Ну, да. Ладно. Точно. У нас еще есть палочки. Ну давай, Никодим. На этой палке был налим когда-то. Ну сейчас никого. И крючки пустые. Ну я бы не сказал, что пустые. Толпа не там. Зато смотри, какая погода классная, блин. Туда только привет природы, так и любуемся чем. Ветра нету, палки шевелятся. Рыба есть, но где-то там. Она просто прячется. Видишь, боженька нам день по одной рыбке. Сегодня 2 рыбки. Сегодня еще ёрш. Так уж. Раскрываю вот так. Видишь, камушки. Там, да? Все четко, рыба там есть. Только когда она будет есть весной? Ну, как вчера сказал старый воин, которого видели. В январе. Дима-то? А, в январе? В январе, говорит, опять начнется. А сейчас, говорит, да, все. По большой воде, по открытой воде, говорит, шла рыба, хорошо. Ну, прошла в октябре, получается, Ну, да? шел, Ну, ты же помнишь, мне говорил, Андрюха, надо рано приехать. Ну, все зависит от зимы. Если лед будет, будем кайфовать. Видишь, у меня лед появился, и у тебя тоже такой же. У нас одинаковый лед, хоть и расстояние тысячонками. Ну да. Вот и все. Я-то еще успел немножко, получается. Вот почему раньше-то отсыты в октябре ловили хорошо, видишь. Потому что зимы были почему-то нормальные. Сейчас какие-то не дурацкие, не настоящие. Ну ничего, вот. Ну вот на этой дубине точно рыба будет сейчас. Что дубинушка? Дубинушка, да, такая серьезная, енисейская, слышишь, прям под 5 метров, да, Геннадьевич? Дубинал, зато можно было отсюда лед и убрать, он, наверное, и так бы не унесло. Ну тут-то да, тут такая. Опа, тяжелая. Налимчик? Нет. Наверное, налимчик, но первый крючок зацепился, зараза. Ага. Налимчик там маленький сидит. Ну вот сколько этих возможностей получается. До хрена и больше. Накрутил леску уже. Там, зараза, да, пусть. Налим раскрутит большой. Пяток уже есть, да, мелких точно, да, налим? Пяток точно есть, да, 100%. Уже есть. Так что надежда есть. Дай хоть я одну вытащу. Давай, я думаю, слушай. Может, лицо пальто, думаю, не тот это проверяет. Сейчас посмотрим. Только маленький налимчик. И тот умер уже. Вроде не заглотил. А, стоп, он не должен был умереть. Я, наверное, кто-то кантанул, нет? Вон полоски какие-то есть. Ну, там камни, может, об камни бился. Не знаю. В принципе, не знаю. Ну, кулума. Кулума. Так что, поймал я все-таки налима. Поймал. Монстра.
Че, кто будет здесь налимы вытаскивать? Еще одна попытка, да? Кстати, вот вообще маленькие попадаются. А у нас, допустим, слышишь, они маленькие, но они вот такие. Вот у нас такие маленькие попадаются, а у нас вот такие маленькие. Ну, грамм может 300, понял? Он как бы очень маленький тоже, по сути. Вот брать-то как бы жалко. А тут у нас вот такие вот прям малыши. Да тут всяких бывало раньше до хрена, а тут это вообще что-то тормознулось. Чтобы живцы вот так вот болтались и рыбы не было. Такое редко когда бывает. Это реально глухой зимы уже походу началось. Сейчас. А? Потом палки просто поднимаешь и все. Ну. Или они стоят вот так вот? Нет, я поднимаю их, но чтобы потом их тяжело долбить. Я их так, конец только втыкаю, а потом весной отдалбливаю, допустим, и продольники ставлю весенние на червей. Там хариус, сиг, язь уже, когда шевельнется. Ну, в принципе, я налима ловил всю зиму, с начала до конца. Было затишье, но на жареху всегда кормила. Вот таких на жареху я домой всегда приносил. У нас, чтобы на ужин не было, допустим, жареной рыбы, такой не было, блин. Что-нибудь я все равно ловил. Сейчас же что-то вообще глушняк, блин. Че, третий уже проверю. Тоже пусто, походу. Никого. Живцы на месте. Весело. Здесь налив не проплывал? Не. А малька кто-то сожрал. Два на месте, одного нет. Ладно. Так, ну что, проверили где-то половину палок. Погода замечательная. Вон типа радуги даже что-то вокруг солнца. Осталось у нас 12 палок, из них так там 2 вроде проверили 10. 15 палок где-то, наверное, осталось непроверенными. Времени больше нет. Надо ехать. Все, оставляем до лучших времен. Пусто. На палках опять пусто. Второй день уже. Ну ладно. Приедем после юбилея. Поедем вон туда, дальше. На протоку попробуем половить окуня. Не хочет налим. Клевать будем, ловить окуня. На протоке ничего не поймаем. Поедем озера, посмотрим лесные. Что-нибудь да найдем, надеюсь. Все, всем пока. Чё? Кстати, какой-никакой а шанс-то есть. Бутылка есть. Есть и мальки. Так что теоретически налим здесь может быть. Но это только теоретически. Как-то даже палку поднял. А снегу много было. Мальку высыпаю, у меня палка дюньк, дюньк. Там сидит трешечка. Не знаю. В 2014 году я очень много налима поймал. Родственники с Ухты приезжали. Помню, 13 ноября было, 28 килограмм первый день не вынесли. 28 килограмм. Второй день что-то килограмм 15, наверное. Третий день килограмм 8, наверное. Им пришлось в Ухте целую морозильную камеру покупать, чтобы это... Блин, где там палка-то наша? Рогатка-то. Ладно, сейчас лопатой попробую. Течение тут, походу, перебор. Если помните, тут вообще течения раньше не было. Я уже хотел поднять эти было палки. Река встала, вода поднялась и появилось течение. Может быть, еще с этим связано, что налим здесь не держится. Ну и фиг с тобой. Вижу, что там он просто сильнейшее течение, блин. Уносит и все. Пока. Ой, еще и живой, зря кантовал. А нафиг. Ладно, что? Где малечки-то там наши? Выбираем малькови, едем домой. Это у нас весь запас, да? Оттуда все высыпал? Да, конечно. Все, больше нет. Надо будет в следующий раз. А в следующий раз посмотрим еще, что будем делать. Я уже сейчас
планы построил. Если день будет, попробуем речного окуня найти. Сейчас в одно место съездим, денек покатаемся. Если не получит, поедем озерного окуня искать на дальние озера. Ух ты, какой шустрый. Дал. Совсем шустрый. Он думал, наверное, до лунки допрыгнет. Все, Клома. Это вам телевизор. Пусть на Лиму смотрят. Иди на Лиму любуются. Ну смотри, палка, чтобы при следующей проверке рыба была. Ясно? Я надеюсь, ты меня понял. Так. Комбайны молчат. Все молчит. Погнали. Та-ра-та-та-та-та. Та-ра-та-та-та-та. Подведем итоги, посмотрим общий улов. Кто сказал, что мы не рыбаки? О, рыба моей мечты. Все равно от нуля ушли. Все. Спасибо, Печора, и на этом. Поехали. Желаю счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам. Вот это коржик. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастье поделись с другим. Персонально, Серега, давай. Вам здоровья, Серега, больше не желайте ничего. А что наш сам все приобретешь? Да-да-да, найдем. А, какие хиты, Витя, играй! А ну, я там. Да ты только Не куплет. отвлекайся, Витя, не отвлекайся. Давай. Это сначала. Витя, пой! Пой, Джимми, пой! Сгоришь. Бах! Кошка убежала. Ура! Да. Она боится, она испугалась, бедная. Все, она от меня убежала. Кошка не знает куда. Ура! Кто это последняя? Уйди. О, красиво как, Это запах, да? Порину бахнет. Серой, да. Красиво. Давай еще повторим. Да. Бабах! Хочу повторение. Ой. Так быстро, да? Все.